Живем среди татар в ладу и мире. Два языка мы знаем, третий наш. Наполним все об Улупе Батыре, но разве я не истинный чуваш? Когда-то в незапамятные годы наш Улуп, пробираясь на восток, прервал здесь путь, присел на пень-колоду и из лаптей повытряхнул песок. Ушел Батыр, остались два кургана, обжили наши предки этот край. Кивьял, они название дали стану, где был главой рода Питабай. Во второй половине 17 века с территории современной Чувашии, из нынешнего Цивильского уезда, в наши края, мы здесь находимся, пришло 11 семей. Возглавляли их братья Питабай и Иштубай. 1,5-2 километров отсюда, в сторону Хурады, на Хураду проезжали. Они основали стойбище, которое назвали Кивьял. Что такое Кивьял, как переводится, нам объяснять не надо. Постепенно, с десятилетиями село разрасталось, и так в нашей округе появилось 7 чувашских деревень. У нас здесь бывают представители многих народов, крупные ученые, академики, доктора наук. И вы, конечно, знаете, что у чувашских и татарских историков разный подход к истории болгарского государства. Узангай, блестящий знаток истории своего народа, один из первых соредакторов истории чувашского народа, обращаясь к чувашским и татарским историкам, произнес такие слова. Не будем ныне тратить сердце жар на спор о том, кто древний предок наш, хазар ли мы потомки или булгар, в одной семье татарин и чуваш. И для нас, уроженцев Татарстана, эти слова очень и очень актуальны. Старая церковь стояла в этом месте старой школы. В 1868 году здесь была открыта первая в округе церковь. Можно сказать, что в церкви работали выдающиеся священнослужители. Достаточно назвать имя Александра Владимировича Бузановского. В 1861 году он работал настоятелем церкви в нынешнем районном центре Алексеевская. Возможно, слышали про такой населенный пункт. И Александр Владимирович предотвратил восстание крестьян. Такое же, которое произошло до этого в бездне. Естественно, без кровопролития. Я смотрел программу «Взгляд», слышали вы такую фамилию Мукусев. Вот эта книга, 800 экземпляров всего выпущена, они эксклюзивные. Чуваши, по-моему, одна или две книги такие. Вот является основателем «Взгляда», «Вида», «Мир и молодежь» и награжден высшей телевизионной премией «Телеоскар». Это Нобелевская премия, можно сказать, для телевизионных. Это старший брат Степан Дмитриевич Мукусев. Вы, возможно, читали поэму Петра Петровича Узангая «Авдандан Авданте», «От зари до зари», и там есть такие строки. Андях куварзен тем залдаги, питхи фашизм асарак, харак куспа блимбиага, ял кудене ицабарак. Степан Дмитриевич Мукусев встретил войну в первые же минуты на западной границе в качестве командира заставы. Несколько раз попадал в окружение, но с партийным билетом и с оружием выходил из него. Виктор Дмитриевич, о котором я говорил, это контр-адмирал во время войны, главный редактор газеты Краснознаменного Северного флота. Одно из доверенных лиц командующего Северным флотом адмирала Головко. Василий Дмитриевич Мукусев
известный в Татарстане журналист и один из лучших знатоков творчества Петра Петровича Хузангая, друг Хузангая. И первая монография, которая появилась о Хузангае, это монография профессора Фетисова. И Фетисов как раз в своей монографии цитирует Василия Дмитриевича Микусева. Николай Дмитриевич Микусев – это десантник, участник Парада Победы 1945 и 2000-х годов. Четверо сыновей. Четверо сыновей – это как раз вот 4 брата Микусевых. 23 января 1928 года в Казани, в гостинице «Казанское подворье», Хузангай и наш сосед, уроженец Аксубаевского района, Шалегий Белорусов, встретились с Владимиром Владимировичем Маяковским. У Маяковского в стихотворении «Казань» такие строки: «Марш ваш, наш марш, я чуваш, послушай, ваш». Встреча с Маяковским оставила неизгладимый след в судьбе Хузангая. Практически всего Маяковского он перевел на чувашский язык, что впоследствии с ним сыграло трагическую роль, о чем я еще скажу. А Маяковский в письме чувашскому литератору и публицисту Никифору Васенко написал такие строки: «Ваш Хузангай – поэт и личность. Его ожидает великое будущее, он еще прославит свой народ». Это Варвара Борисовна Казанкова, в девичестве Стратонова, была очень умной женщиной. И Тилли Юризем Хузангая – это сокровищница чувашской литературы. Во многом напета как раз этой женщиной, мамой Петра Петровича Хузангая, Варварой Борисовной. Должен сказать, то, что родила Хузангая, она поздно, ей уже было за 30 лет. Роды были очень тяжелые, и думали, ребенок умрет. И через 2 часа его из больницы перенесли в церковь, о которой, вот старая церковь, о которой я сказал. Однако, несмотря ни на что, Хузангай вырос в крепкого парня. И должен отметить также то, что с 14 лет Хузангай без отца рос и всю домашнюю крестьянскую работу выполнял уже сам. Хузангай уже считался известным чувашским поэтом. В это же время он предпринимает большое путешествие по Среднеазиатским республикам. Несколько месяцев живет в Грузии. Кстати, Петр Петрович Хузангай один из лучших переводчиков с грузинского языка, не только на чувашский, но и на русский язык. В марте 1930... И тут же Хузангай из Чебоксар переезжает в Москву, начинает работать в центр издателя в чувашской редакции. А в татарской редакции в это время начинает работать будущий легенда татарского народа, будущий герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии Муса Джалиль. Муса Джалиль и Хузангай прекрасно знали друг друга. И, кстати, через старожилов мы выяснили то, что летом 1934 года Муса Джалиль находился в командировке в Алькейском районе, жил он в Чуброде, Чувашский Брод, и специально приехал сюда, в Старую Сихтину, чтобы посмотреть на место, где родился Петр Петрович Хузангай. В марте 1937 года в Москве состоялся пленум ЦК ВКПБ, и вот после этого началось гонение на деятелей литературы, культуры и искусства. Только Союз писателей СССР потерял
несколько тысяч человек. Но достаточно назвать трагическую судьбу чувашского поэта, друга Петра Петровича Хузангая, Мита Аслея, который 17 лет просидел сначала в тюрьме, а потом находился в ссылке. Тучи сгустились и над головой Хузангая. Чувствуя, что его арестуют, он приехал сюда, к себе домой, на родину, чтобы проститься с матерью. Ну а для того, чтобы охарактеризовать ту обстановку, которая царила в стране, вспомним строки из поэмы Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти». «Забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикословь. В ущерб любви к отцу народов любая прочая любовь. И душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя». И зверства действительно прокатились по всей стране. Хузангая арестовали здесь, доставили в Казань, переправили в Чебоксары, и он 15 месяцев просидел сначала в цивильской тюрьме, а потом во внутренней тюрьме НКВД в городе Чебоксары. Однако судьба смилостивилась над ним, Хузангая по суду выпустили, и он практически слепой тут же уехал в Ленинград, потому что в Ленинграде была очень сильная глазная школа. Войну встретил он в Ленинграде, потом с одним из последних транспортов вывез свою семью в Казань, и с марта 1942 года Хузангай в действующей армии. И, кстати, свою ратную деятельность он начал рядовым бойцом. Хузангай – участник Сталинградской битвы, с боями дошел до Польши. И при форсировании реки Висла в августе 1944 года был тяжело ранен в ногу. Хузангай – инвалид Великой Отечественной войны. Свою войну Хузангай закончил старшим лейтенантом, имеет орден Красной Звезды и несколько боевых медалей. Во многих сражениях участвовал Хузангай, но на всю жизнь ему запомнилась, врезалась в память Сталинградская битва. И он написал такие строки: «Я был солдатом Сталинграда, что к этому прибавить мне. Мне выпала судьбы награда живым остаться на земле». Ну, здесь шинель Хузангая, фуражка Хузангая, офицерский ремень Хузангая. А вот это гильзы привезли следопыты из Волгоградской области, которые в год 60-летия Сталинградской битвы специально из Чебоксар приехали в наш музей. Перейдем к этому стенду. Он посвящен общественной и литературной деятельности Петра Петровича Хузангая. «Цеваш ятне анзерт мен евер, тазалах сяк самах санде, мен дюхле тузам вей сизетпе, сан пюленде, тавангенде. Не урони, чуваше имя, какая чистота в словах, благослови земля, своими мечтами повторись в снах». Редакция журнала «Новый мир», лучшего, на мой взгляд, советского журнала 20 века. Хузангай сотрудничал с этим журналом и дружил с Александром Трифоновичем Твардовским в то время, когда он редактировал этот журнал. «Живи, Казань, в машинном гуде, цвети и крепни, Татарстан. Пусть каждый день твой светлым будет в содружестве племен и стран. Приветствую твою зарю, как сын тебя благодарю». При жизни Хузангай издал более 50 книг. И нет ни одной,
где бы не было упоминания о Татарстане, Казани, о своих татарских друзьях. И символично то, что Петр Хузангай, сын Татарстана, на фоне Казанского Кремля, на фоне его святыни, башни Сюннике. Ковер именной подарен во время посещения музея председателем Государственного совета Республики Татарстан Алином Хариловичем Мухаммедовичем. Он специально имеется в Москве. Этот стен посвящен дружбе Хузангая с татарскими поэтами. Очень примечателен вот этот снимок. Великий татарский поэт Хасан Туфан. Они дружили с Петром Петровичем Хузангаем. Многие стихотворения Хасана Туфана Хузангай перевел на чувашский язык. Посвятил Хасану Туфану несколько стихотворений. И в одном из них он пишет: «Ты родился там, где жили рядом искренне татарин и чуваш. Ты родные песни пел как надо, понимал напев чувашский наш. А сегодня здравия желаю я тебе на русском языке. Мы с тобою, как я понимаю, две волны в одной большой реке». И действительно, Петр Хузангай и Хасан Туфан – это две очень яркие, значимые волны в огромном море не только российской, но и мировой литературы. Этот снимок тоже интересен. В 1994 году между Республикой Татарстан и Чувашской Республикой в Казанском Кремле был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. В прошлом году новые президенты подписали другой договор. И вот после подписания договора Ментимир Шарипович Шаймиев цитировал нашего земляка Хузангая в своем выступлении. Такие строки: «В соседних памятных селениях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уважением Иптеш, товарищ и Юлдаш». Это интерьер кабинета Петра Петровича Хузангая, одежда Петра Петровича Хузангая, книги из личной библиотеки Петра Петровича Хузангая. Но это портрет женщины, вдова Петра Петровича Хузангая, народная артистка СССР, народная артистка РСФСР, народная артистка Чувашской Республики, почетный гражданин Чувашии Вера Кузьминична Кузьмина. Вера Кузьминична Кузьмина ежегодно приезжает на родину своего мужа. Исполняется 90 лет, и она планирует отметить свое 90-летие на родине своего мужа, здесь, с участием двух президентов. Президента Игнатьева, президента Чувашской Республики, и президента Республики Татарстан Миханова. Один из последних снимков Петра Петровича Хузангая с матерью. В конце 50-х годов он забрал свою маму в Чебоксаре, она умерла в Чебоксарах, похоронена там. Отнять Петрович Хузангай, вам не надо говорить, кто он такой. Это известный общественный деятель Чувашии, первый президент Чувашского национального конгресса, сейчас является почетным президентом Чувашского национального конгресса. Отнять Петрович ежегодно бывает также на родине своего отца. Саланби Петровна Хузангай, дочь Петра Петровича Хузангая. Она живет в Санкт-Петербурге, к сожалению, была только один раз. И вот офицерский ремень, если вы там обратили, подарила как раз Саланби Петровна Хузангай. У Хузангая есть такие строки: «Во многих странах подаю я голос». И Хузангай, как член Президиума Советского комитета защиты мира, как известный российский поэт, побывал на разных континентах и во многих странах. Это болгарские снимки Петра Петровича Хузангая. Но мы, чуваши, вы знаете, с болгарами имеем общую историю. Кстати, Петр Петрович Хузангай один из лучших переводчиков с болгарского языка. Украинские снимки. Хузангай ежегодно бывал на Украине, дружил
с крупнейшим украинским поэтом Павлом Тичиной и с другими. И это первое. И второе, на Украине похоронен пламенный чувашский поэт Сеспель Ниши. И то, что Сеспель сегодня известен всему миру, мы обязаны нашему земляку Петру Петровичу Хузангаю. Потому что он его перевел на русский язык, а с русского языка его перевели уже на более 50 языков народов мира. Ну, этот снимок тоже примечательный. Это крупнейший чувашский поэт Геннадий Айги, или как мы его зовем, Айги. У Айги очень тяжелая судьба, ему приходилось даже бомжевать, и всегда ему на помощь приходил наш земляк Хузангай. Вот обратите внимание, он на заднем плане. Он оказывал ему не только моральную, но и материальную поддержку. И вот этот снимок. Летчик-космонавт номер 3, дважды Герой Советского Союза Андриан Григорьевич Николаев. Когда в 1962 году Николаев первый раз слетал в космос, корреспондент «Комсомольской правды» спросил у него: кто ваш любимый поэт? И Николаев, не задумываясь, ответил: Пушкин и мой земляк Хузангай. В 1962 году, когда Николаев совершил свой подвиг, многие поэты, писатели откликнулись на него. Написал и Петр Петрович. Там есть такие строки: «Я сын чувашского народа, страны советский гражданин. Законную двойную гордость испытываю не один». Хузангай в госпитале обкома партии. В 1969 году в Москве в 4-м управлении Минздрава ему сделали операцию, рак, но операция, метастазы зашли слишком далеко, безуспешно оказалось. Его перевезли в Чувашский госпиталь, госпиталь обкома партии. И за несколько дней до своей кончины своей жене Вере Кузьминичне Кузьминой он посвятил стихотворение. Слова для эпиграфа он взял из старинной чувашской песни. «Вада юман перенятый, старый дух наш батюшка». И там Хузангай пишет: «Не надо плакать, рук ломать не надо. Земное в землю и всему свой срок. Я дуб любил, и был бы мне отрадой, тобой взращенный надо мной дубок». Под дубком он подразумевал как раз своего сына Атмира. Сердце Хузангая хранится в Анатомическом музее Чувашского государственного университета. Здесь, наверное, есть студенты этого университета. Вы видели. И это все сделано по завещанию Хузангая. И у него есть такие строки: «На большом пути преграды, одолев труде, борьбе, сам себе народ награда, сам и памятник себе. Пока жив чувашский народ, живо сердце Хузангая. Живо сердце Хузангая, жив чувашский народ». Но вы знаете то, что наш земляк – это уникальный поэт и уникальный переводчик. К сожалению, эта тема до сих пор не исследована. Он перевел 187 поэтов разных национальностей. Тукая, Такташа, Джалиля, Сибгата Хакима, других татарских поэтов перевел с татарского без подстрочника, потому что великолепно владел татарским языком. И сюда где-то года 2 или 3 назад приезжал известный критик
Он очень известен, к сожалению, он ушел из жизни, Рафаэль Мустафин. И он мне рассказывал такую историю. Редакция журнала «Казань Утлары», который выходит в городе Казани, поручила ему написать большой очерк для журнала о Петре Петровиче Хузангае. И он поехал в Чебоксары. И каково, говорит, было мое удивление, это слова Рафаэля Мустафина, когда Хузангай на чистом татарском языке наизусть читал стихотворение Тукая, Такташа, Туфана, Сивгата Хакима и других, и потом свои переводы на чувашском языке. И Рафаэль Мустафин мне рассказывал то, что было, говорит, видно, то, что не только стихотворения потеряли в чем-то, а обогатились новыми красками, и от этого стали еще лучше. Перевел Мустаев многие стихотворения Мустафа Карима, владел башкирским языком. Кайсына Кулиева владел балкарским языком. И за 1,5 года до своей кончины изучил болгарский язык и начал переводить «Витязя в тигровой шкуре» Шатару Ставелия. И там он подчеркнул такие строки: «Кто не ищет себе друга, самому себе он враг». Хузангай не желал врагов для себя и для своего народа. Ну, хочется еще вот что добавить. Смотрите, кого он переводит. Мао Цзэдуна, правда, по подстрочнику, но Мао Цзэдун ему прислал поздравительную телеграмму за перевод. Христоботева перевел без подстрочника, потому что, как я уже сказал, великолепно владел болгарским языком. Перевел он также Хашимина. И вот когда Хашимину показали, он сказал, что до сих пор таких переводов на русском языке я еще не видел. В Татарстане у нас многое делается для увековечивания памяти Петра Петровича Хузангая. И старая школа, где учился Петр Петрович Хузангай, возможно, в ближайшее время будет отреставрировано, потому что мы уже написали письмо в Кабинет министров Республики Татарстан. И там будет Чувашский музей не только нашего села, а всей чувашской диаспоры Алькейского района. Сирия Татараш или Парвана Репитали уже перед жень, там дома. Я на кричем школе неделю на лекции. Тогда экскурсия на череде раскарать. Сейчас вот хум андратья, хава андратья. Теперь налетаешь в какие-то горные Тайран. Да будет культурный левел уяв, ен айлын. Сейчас он да пере Алтай Республики легче правительство и репатис Чувашла Дюбалатма, Чувашибине. Там ты можешь не каларцанде. Сейчас Дюбазине вара перен эткер скульптор Петр Хузангай собеседовал руну базирования и берпулны пурла. Петр Хузангай команда была. Сейчас Алтайрада Дюбалат, сейчас Дюбала рунула. Петр Хузангай. Тогда подем тенджери чарак шамбрагазин парляжевый был. Или где сейчас парляжевый пар я жизнь перебыл задрали. Вот сейчас подем тенджери чарак шамбрагазин официально лозунги и берпулны пулатпа. Оланде чуваш халахин лозунги немар, подем чарак халахин лозунги был задрали. Кажал май уйнде Анкара будет череть лару. Вара шак мотеманде пуштлаге хоин умзамахтегаланы бишен ушнужне пурде уражня дарза пурде делегация чувашла и бир пулак придезе семекуш андикушкадама. Турция телевидение педе семекасапан загара пере Ильгибер Бексебере Хузангай семьи береги где кстати на сюжет газамой трес и прибери кучу что батня готовишь понимаешь лермер салам глаза дезели и беренде итлаши чаплы парензе марема Павлович. Куда весь фарзлер кухам пущам барады кунага. Чем баксна тазахман тазахман. Куда беренде кая туа замечаем бек кашни жон чагим бек калпаксем. Индур мазнамалых. Кананде аксар парзаяны. Парнезем маманге сонсулза. Тогда музей адаландарма. Музей кыштабузанды буруй перенетран. Ради.
Спасибо.